Сейчас мы здесь дочитаем еще одну строчку и вернемся. Помните, мы пропустили там строчку. Здесь вот мы сейчас ее дочитаем из этого четверостишия, а потом вернемся. И вот здесь у нас, смотрите. Мы опять возвращаемся к этому. Мы его еще не закончили. Мы все вот у нас вот все пытаемся его закончить. И где Сережа? Сережа болеет. А, Он сегодня на работе. такая недовольная уходит. Шаверна. Чего решили играть? Как? Это все одна строчка? Да. Сегодня оставьте животное, займемся тибетским. Это серьезная конкуренция. Все животное, как я, мяуча. Ее официальное имя. Какое имя? Мяуча. Ничего себе. Что мы здесь знаем в этой строке? Какие части нам известны, что нам неизвестно? Ма ставится перед. Бар это как переводится у нас? Между. Между. Ма не это усилительная частица. Помните, что же дома? То есть о чем мы говорили? Мы говорили о том, что ма и ми ставятся где у нас? Перед. В начале. Да, в начале. Мин и ме ставятся у нас в конце. И теперь он говорит о другом случае, когда ма ставится где? Когда он говорит мани, барги, сельде, лам. Ам переводится здесь как так же. То есть ма также используется, здесь не говорится, здесь нет глагола используется, но оно ма также используется как что? Барги, сельде. То есть среднее некое согласное. Ну вот давайте сейчас я приведу вам примеры здесь. А где она у нас? А почему? Сейчас мы приведем пример. А, еще будет. Между. Просто все вот это делать, ясно, че это делать? Ну вот смотрите. Нет, Нет, сельде это согласное. Так это сельде, то есть проясняющее. То есть согласные называются проясняющими. А ки это в данном случае родительный падеж. Да, парги сельде, то есть она срединная, так сказать. Срединная согласная. Срединная согласная, лаам также. Как ла, вот здесь можно перевести как. Ну, для имеется в виду, для. То есть ма может также использоваться для середины согласной. То есть в роли середины, как серединная согласная. То есть давайте посмотрим пример. Ну вот самый известный пример, я его напишу, а вы проверьте по словарю. Вот это вот вы знаете, что это такое? Мы с вами писали это много-много раз. Если не знаете, смотрите словарь. Проверьте вот вообще вот это вот словарь, что это значит? Животное такое, да? Ну, не совсем.
И как это можно перевести на русский язык? Смотрите, словари. У вас в словаре должно быть, вот это очень устойчивое выражение, оно должно быть в словаре и должно как переводиться. А ищите ниже, нету, да? Нету. Безобразие. Тогда давайте перейдем. Смотрите, мы знаем, что вот это у нас частица отрицания, которая ставится в середине. А как переводятся первые и последние слова? Козел и овца. Да. А вы козел не способны пишут, да? Нет, козел бывает и так, и этак. Сейчас в последнее время пишет вот так. Бывает с васуром. Ра. Но вот так вот обычно пишется рог. Сейчас пошли. Рога. Без васура пошли. Рога. А без васура это обычно козел. Так что это у нас получается? Козел не овца. Козел не овца. Но на русский это переводится не козел, не овца. Что это у нас такое не козел, не овца? Это нечто непонятное. То есть, вот, например, когда мы говорим, что это вот этот ромолог, то есть это и не то, и не то, не то, не сё. Ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё. То есть что-то, что не дотягивает ни того, ни до того, ни до сего. То есть это вот в котором как бы есть и то, и сё. То есть имеется в виду, что так как в нем есть и то, и сё, то это не до конца ни то, ни сё. То есть, понимаете? И вот здесь смотрите. Что это такое? Я это от чего может быть? Нет, здесь не Индия. Это, скорее всего, Китай. А Пе? Тибет. Гемопе, это в котором есть и от тибетского чего-то, и от китайского чего-то. То есть, если кто-то одет в какую-то непонятную одежду, которая вроде не китайская и не тибетская, вот это гемопе. То есть, и не тибетская до конца, и не китайская до конца. Здравствуйте. То есть, вот это вот гемопе. И таких вещей очень много. То есть, понятно, да, что он здесь пытался сказать? Что атана может попадаться как в середине. То есть, ну, здесь это надо знать. Это либо устойчивое выражение, либо надо хорошо всмотреться, чтобы понять, потому что иначе может что-то непонятное быть. Написали? Теперь давайте вернемся. У нас здесь была пропущена строка прежде. До вот этого всего абзаца у нас была пропущена строчка, которая, как у нас звучала? Мами неме кап дам джар. А вот у меня ее здесь в этом тексте не очень. Молодец он. Кто-то ее срезал. Так бывает. Чего? Ух ты, осторожнее, она там шипит. Осторожнее с ней, она... Ну, говорят, она шипит, потому что пугается. Ну, она предупреждает, на самом деле, а дальше будет ничего. Что-то не верится. Да не можете быть уверены в этом. Я не могу здесь найти, у меня почему-то... Сейчас, секунду, сейчас я найду текст у себя.
Вот она у нас пишется. Давайте я сотру это. Это надо было вставить. У вас в тексте она есть, а у меня в тексте она выпала. То есть это случается иногда. Ну и вот опять у него после ма стоит выделительная частица. Давайте сейчас тоже перепишем и попробуем перевести. Здесь слова у нас практически все знакомы. Попробуем вывести смысл из этой строки. Написали? Здесь я пропустил соединительный союз. Дан. Как там джар? И ни здесь у нас выделяет, что же до ма, что же относительно этой ма. Дальше что написано? Неме. Ме уже мы помним, это частица у нас отрицания. Не, что это значит? Как? Как? Нет, это не я. Там я, это не, там ладен не, да нет. А здесь мес. Что это? Достоверно. Не имеет определенный скорее. Здесь скорее это все-таки определенный, нежели достоверный. То есть неве получается неопределенно. То есть она ставится неопределенно. Кабданджар. Что это значит? Кабданджар. Джар, что это значит? Присоединять. Кабданджар. Кап, что это такое? Случай. Кабданджар. То есть ма, что же дома? Она ставится неопределенно или используется неопределенно. Кабданджар. Присоединяя ее в соответствии со случаем. Кабданджар. Здесь соответствия слова нет, видите? То есть к случаю присоединяя. Вот так вот можно перевести на русский язык, если перевести более-менее буквально. Но тогда текст получается не очень понятный. Маже неопределенно. Присоединяй по случаю или присоединяй к случаю. Что это значит вообще, присоединяй к случаю? Имеется в виду, что вот эта вот ма, как уже говорилось, спа, иногда она является просто частью слова. Она не несет в себе значение женского пола. Она просто может быть частью слова. Вот помните, мы с вами писали такое слово чамма? Чамма у нас она может иметь и женский род показательный. То есть чамма это женщина, которая прочала. Также чамма это может быть и любой другой человек, который занимается изготовлением чанга. То есть так вот так повелось. Есть такое же слово, смотрите. Чай это что это у нас? Чай. А чама это тот, кто делает чай. Чама. И таких слов на самом деле много. Он хочет сказать, что в некоторых случаях это просто часть слова. А вот посмотрите, вот такое слово, посмотрите. Что оно значит? Как думаете? А посмотрите все в словаре, что оно значит? Хозяйка, хозяин. Нянечка, вот, да, это нянька. То есть немножко уводят, да, я когда первый раз столкнулся с этим словом, я думал, что это мама. А там написано, что это не мама, это нянька или нянечка.
То есть, ну здесь вот ма, скорее всего, тоже просто часть слова. Здесь вряд ли она указывает на женский род, хотя может и указывать. Вот это очень сложный момент. Здесь, видимо, необходимо углубиться в морфологию тибетского языка так уже серьезно. Потому что не всегда очевидно, почему и как. Все? Это написали? С этим так более-менее понятно. Я надеюсь, что мы это запоминаем или хотя бы хорошо записываем, потому что дальше нам придется все-таки с этим грамматическим материалом как-то работать. И я надеюсь, у нас это как-то будет выходить. И после этого это у нас вставлялось, как вы помните, это у нас вставлялось после вот этой строки, вот смотрите. Я чтобы к тому, чтобы вы помнили, куда она вставляется. Поэтому не пишите ее, просто я хочу написать, чтобы вы нашли, куда ее вставить. Может быть, вы даже вспомните, что значит эта строка. Вот, после нее минте пабам пельчерджа. То есть, а вот после нее идет та строка, которую мы пропустили. Мани неме кабданджар. И после этого мы сейчас продолжим. Там, где остановились, мы сейчас пойдем дальше. Я не буду повторять смысл этой строки. Я надеюсь, у вас записано, вы вспомните, если прочтете. Но вообще это минте паба. То есть па и ба, которые являются окончанием имени, они что? Пабам. Секунду. По смыслу смотрю, не подходит. Вот так должно быть. Пабам, то есть они, вот эти вот па и ба, которые являются окончанием имени, они тоже пельчерда, они большей частью похожи. Похожи на что? Похожи на случай с присоединением их, когда они являются тогда, когда они являются частицей показателем деятеля или субстантиватором. Помните это? Вы еще спрашивали, я пытался объяснить. Да, ну пойдемте дальше. Вот, те, кто много-много пропускает наши замечательнейшие занятия, которые не доходят по каким-то причинам до этой обители, не побоюсь этого слова, тибетского языка и, как здесь видно, всякой хорошей всячины, они не успевают за нами писать. Вот спешите, вот не надо, если там. Ну и потом у вас в тексте же это есть. Ну, на самом деле, да? И дальше мы переходим к следующему разделу. Ну, давайте еще один пример приведем из того случая. Вот это у нас что? Видите, это вот она, видимо, тем, кто не приходит на занятия, она говорит, что безобразие. Да, вот посмотрите, ма это понятно у нас что, да? Ма в данном случае, значит, как она к вам привязалась. Ма, по всей видимости, это у нас частица отрицания. И давайте перейдем к первой и последней части. Что это значит? И попытаемся из этого всего вывести какой-то смысл. Я боюсь, что словарь нам не даст этого сочетания. Точно. Да, это же конь. Конь. А второй непонятно. Мартышка. Почему мартышка-то? Дамки это осел. А, точно. Бывает, это вот есть такое тибетское слово. Мы с вами об этом говорили, но напишу еще раз. Это вот по-тибетски ясный свет, а так как у нас Е можно заменять с помощью, то есть Е заменяет Ё очень часто, получается вот так вот пишут. Вместо ясного света получается русский осел. Но это бывает, я так, мы это уже писали, напомнил, что иногда бывает так. Так вот это вот что это? И не лошадь, и не осел. Что это? Не лошадь, не осел.
Скорее всего, вот это вот нечто и не лошадь, и не осел, в то же время и что-то и от лошади, и от осла. Это, видимо, мул. В словаре этого нет. С точной уверенностью сказать не могу, не встречался с там обоном, но это, скорее всего, мул. То есть и не осел, и не... При этом И не не размножается. Да, при этом еще и не размножается. Да, ну вообще получается. Да. Ну, да, вообще не получается. Ну, так вообще. А проверьте, у вас словарь должен работать и в обратную сторону. Ложь, смысл. Мул по-английски будет вот так вот, смотрите. Открытый слог читается мью, по-моему, если не ошибаюсь. Попробуйте, найдите обратно. Там, да, мью, по-моему. Если не ошибаюсь. Французский, Да? Попробуйте, найдите в обратную сторону. У вас там должна быть такая функция, когда вы ищете английское слово, является тибетское слово. И давайте узнаем, как пишется. А чего же сложного-то? ну, надо здесь настройки и переключать языковой панель. А, сейчас, да, у вас же так, это же да. У нас очень сложно. Джел. Джел пишется, да. Вот джел, который пишется, Да. так и есть. Да, там джела. Вот это вот мул, как он обычно пишется. То есть джел. Надо писать с джембой обязательно. Это то, на чем едет Алден Хамон. Теоретически. Все, написали? Стираем. А тогда вот это что у нас было? Это то же самое, но это описательно. Это было описательное название мула, то есть не лошадь, не осел. И теперь мы передвигаемся дальше. Вот это слово, которое мы в начале текста использовали очень много, я надеюсь, кто-то вспомнит. Давайте кто-то вспомнит это слово. Что это у нас? Я даже объяснял, из каких слов оно состоит. Цикл. Цик это слово, а цикче? Никто не помнит. Ну, смотрите тогда в словаре. Что это? Приложение, фраза. Нет, это не приложение. Не... А как у вас там написано приложение? Предложение, sentence. Sentence, а другое? Фраза. Phrase, так и написано phrase. Это не то, ни другое. Там есть такое слово particle. Есть. Это частица. Значений. Это частица, это particle у нас. Это грамматическая частица или показатель чего-либо. Какого-то. Это же встреча. Без слова. То, что цик-че, то есть то, что как бы встречает слова, то, что соединяет слова, встречает слова. Чел. Цик-че. То есть, и переведя вот это вот слово, что у нас дальше получается? Щин-сок. Сок что значит? И так далее. Спасибо, кто-то помнит. А щин что у нас тогда получается? Если я скажу животные, корова и так далее, то корова у нас будет тем самым животным, это мы говорим, вот частица щин и так далее. То есть это первая из частиц, из какого-то ряда частиц. Это все элементарно, вы просто, видимо, после работы устали. Ну, это если логически помыслить, довольно просто должно быть. Цикче, щинсо. То есть частица щин и так далее. Значит, щин это у нас частица, которая так далее, значит, открывает ряд каких-то частиц. Которые у нас, что буду сейчас делать с ними, что будут делать с ними? Будут объяснять, куда они ставятся и чего бы они там теоретически могли значить. И поехали. Сейчас мы будем писать вот эти вот все частицы. Это у нас была первая часть строки. Я ее написал отдельно. И дальше она заканчивается следующими буквами. Вот, видите, две палочки у нас где пришли? Только здесь.
Это значит, что вот я вот эту строчку не дописал, я снес конец ниже, для того, чтобы вам было чуть-чуть понятнее. И вот сейчас он говорит, что вот эти частицы, щин и так далее, они ставятся, и вот он перечисляет, после чего они сейчас будут ставиться. В тибетском, видите, у нас все нанизывается одно за другим, одно за другим. То есть у нас спереди идут какие-то окончания, и вот к этим окончаниям прикрепляются только те или иные частицы. И вот он говорит на, ма. Дальше. Адам. Ра-ла. У меня мех получилось очень некрасивое. Прошу прощения. Надеюсь, вы его узнаете. И давайте попробуем понять, где это. Вот заканчивается первый раздел, где говорится, что вот эти частицы, он пока еще не говорит точно какие, он говорит щин и так далее. Они ставятся после на, ма, ада, рала, таме, тар. Что это значит? Давайте переведем. Там все слова вам известны. Алгоритм нам известен, нам надо постараться перевести, что это он здесь написал такого. Это ма, ми. Да, я вот про нее и говорил. Не удалась она мне сегодня. Неудобно было писать, низко слишком было. Что это у нас получается? Следуя логике этого текста, как он у нас строится, что это должно значить? Ставится после а, ра, ла и... Вы уверены? Ага, нет, нет ладена. Вы уверены? После чего ставится? После этих букв, которые переведены, Каких букв? которые перечислили. Давайте, перечисляйте. Перечислили. Вот, ряд начинается с на, ма, дальше. А, Ра, ла, ра, ла таме. и таме. Таме что значит? Без окончания. То есть там, где нет у нас приписной, или приписной, ну, то есть нет никакого окончания. И вот почему здесь написано тар? Р, что это у нас значит? Ладена это... Это местный падеж. То есть тар в конце. В конце, то есть после вот этих вот на, ма, а. А зачем дан здесь? Дан что значит у нас? перечисление. И почему он здесь и вставил? Почему вот между на нету и, а вот после а и есть? Просто у него слог нужен был ему еще. У него, видимо, не получалось. На, ма, арала, таметар не получалось. Арала тоже как не звучит. И вот он здесь после гласной, чтобы между гласной и ра, видимо, стояло что-то, он ставил да, чтобы лучше прозвучало. Адам, рана, таметар. Видите? И дальше пойдем. То есть с этим все понятно, да? Этот текст, он повторяется. Здесь одна и та же формула везде. Сперва он дает перечисление обычных этих частиц, затем он говорит, после чего они ставятся. Иногда он еще объясняет, какой смысл, в каких значениях они используются или какие функции выполняют. Все. То есть это вот очень простой грамматический текст, который заучивают дети. И потом в соответствии с этими правилами они чисто автоматически пишут. То есть они сидят и вспоминают, что там после чего должно писаться. То есть это очень просто. Написали? Вот эта последняя буква, какая вот эта? Это ма-та-ра-тар. Это р. Ра. Это ра такая у меня. Все? И теперь, что он говорит? Щин-сок, то есть щин и так далее. То есть после вот этих вот букв у нас что будет писаться? И вот он пишет целый ряд у него, смотрите, идет. Щин. Сейчас мы будем разбирать значение этих частиц. Щин, ще. Щео. Щена. Щик. Здесь сколько палочек? 2 должно быть. А почему одна? Потому что
Га. На га кончается. Потому что га сама выглядит как палочка, поэтому вот здесь вот. Сколько у нас частиц? Почему все не повторяется? В смысле, что повторяется? Что объединяет эти частицы? Их 5 у нас. Вот здесь точка стоит. Раз, два. Считайте слоги. Да, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Правильно или неправильно? Посчитайте в других вот предыдущих строках. Сколько у нас было? 7. Здесь тоже должно быть 7. Значит, между щ и о есть точка или нет? Есть. Иначе получается 6. Щео. Щинще, щео, щена, щик. Это вот частицы, которые ставятся после чего? После тех 7 букв, которых, точнее 7 случаев, которые мы сейчас описали прежде. И здесь он говорит о чем? Он говорит, что вот это вот ща, то, что частицы, начинающиеся, у которых в корне стоит ща, они пишутся после вот этих вот букв. И здесь такой момент, они все имеют разный смысл. То есть их объединяет только то, что у них корневая ща. Это высокая ща или низкая ща? С каких-то низкая, конечно, не низкая. Это то, что монголы называют шапошная ща. То есть ща, которая пишется шапка. А есть еще мясная ща. Ща, которая пишется мясо. Мясо оно низкое, шапка оно высокая. Наоборот. Шапка она низкая, мясо оно высокое. Щин. И давайте посмотрим. Вообще щин есть такое слово, какое-то другое? Не частица, а знаменательное слово. Что? Поле. Щинпа это будет тот, кто... Ну вот помните, у нас была частица па, которую мы присоединяем к какому-нибудь слову, и щинпа получается полевик. Имеется в виду крестьянин или тот, кто обрабатывает поля. Здесь в данном случае оно имеет другое значение. Щин очень часто переводится как и. И вот давайте посмотрим. Например, сейчас я посмотрю, какие он примеры здесь приводит. Если он приводит какие-то... Ну, давайте попробуем перевести. Что это у нас вообще? Если мы переведем это как «и», то есть это частица, которая очень часто соединяет у нас что? Глаголы и прилагательные. Кто же писал, сейчас не вспомню, Кан, наверное, написал. Кан писал, что дело в том, что прилагательные в тибетском языке, он считает, что они происходят от глаголов. То есть мар, например, вот так вот пишется, мар, красный. Это прилагательное, которое происходит от глаголов, быть красным, красней. И поэтому к прилагательному может использоваться эта частица. Ты что здесь значит? Тащиндо, что это значит? Если не понял, значит смотрим в словаре. Мы просмотрели и первый глагол, и второй глагол. До это идти, хорошо. А первый? Мы даже смотреть, мы его расписывали. Это какая форма глагола? Надписная есть? Я вас прошу, много работали сегодня. Написная есть. Перед ней стоит что? Префикс будущее. Будущее. А если бы здесь еще что-то стояло, например, са?
прошедшее было. Это будущее. Зачем он здесь написал будущее, известно одному Богу. То есть он говорит, что буду смотреть и идти. Видимо, это он хотел сказать. Значит, он хочет, видимо, указать на будущее время. То есть и переведется буду смотреть и идти. То есть вот это «щим» значит у нас «и». Ну-ка давайте я напишу другой пример. Проверьте меня. Правильно стоит частица? Она вписывается в нашу правильно? Между глаголами и прилагательными. Нет, правильно, это да, это смысловое. А после какой может «щим» писаться? Правильно здесь получается? После «ра». То есть можем мы так писать, да? И что это значит? Посмотрите. «Кар» что значит? Белый. Белый, а «сель»? Ясный. «Каршин-сер»? Белый, ясный. А ну-ка вот это давайте перейдем. А, не написали? Ага, сразу видно. А, да? Ну что ж ты теперь сделаешь? Вот. Здесь частица будет другая. Смотрите, я пишу другую частицу, потому что она не вписывается в перечисление, то есть в наши правила, поэтому частица, видите, другая. Но смысл тот же. Я хочу, чтобы вы перевели это просто. Ну-ка, сами переведите. Что получается? Давайте попробуем. Даже буквы не вижу. Давайте попробуем. Вот буквы это сам, потом ща. Ну что у нас получается? Интересно, это что это у вас он так? А я потому что Дембо вместо Нарон писал. Так нет, там и есть дымбо. Да? Красивый. Первое это дзэщин. Соответственно, как у нас будет красавица теоретически женского пола? Дзема, скорее всего. Дзема. Вот это у тибетских женщин это любимые слова. Даже не у мужчин, больших женщин. Дзема. А здесь у нас дзэщин и второе какое прилагательное? Сиять, блистать. Как сиять блистать? Да? Ой, не, бойся сверкать. Здесь oil grease shiny. Это значит маслянистое. А, нет. Это Вот первое значение quite glossy это хорошее. Глосси это как бывает в журналы глосси, то есть такие как бы, такая глянцевая, такая маслянистая, такая как будто покрытая маслом. Сейчас я даже постараюсь посмотреть в словаре, если словарь нам даст такое значение, то даст такое значение для этого слова. Лоснящийся, вот это будет хорошо. Гладкий, лоснящийся. То есть это говорится о чем-то, что красивое и лоснящееся. Вот лоснящееся в азиатских обществах это хорошо. Если что-то не лоснящееся и сухое, да, то это нехорошо. Значит, с этим что-то не так. Вот должно быть все такое яркое, красивое и лосниться должно. Более того, у Будды ногти, они какого цвета?
Так, ну мы же буддисты. Давайте посмотрим, где у нас посмотрим, Будда. где Будда, где у нас Будда? Это синий Будда. У него ногти, они должны быть красные, как медь. Красный? Красные, как медь. То есть у него с сердцем и, видимо, кровяной системой все нормально было. И у него еще в то же время, ну, они такие, будто бы маслянистые, они такие не глянцевые, как вы только что говорили, лоснящиеся. То есть вот это слово. Я к тому, что интересно. А если вы посмотрите вот слово это без надписной, смотрите. И вот так вот пау берем. Вот если вот так вот посмотрите, нун, что это значит? Чаще. Во, вот интересно, может я ошибся, может я что-то не то написал? Давайте я проверю, я могу тоже, знаете ли, накосячить. Ну что-то мне казалось, что чуть-чуть по-другому, нет? Ага, значит я неправильно написал вам. Нет, значит надо было искать вот так. Ну, вообще это другое значение, если вот так написано. Са, это масло. Вот это масло? Да, то есть вот это вот масло, и оно может быть еще и прилагательным, ну, то есть лоснящийся такой. Даже это лоснящийся. Это лоснящийся точно. Угу. Все, написали? Да. То есть вот с первой частицы понятно вроде бы все, да? Ну, алфавит не главное. Что рассчитывать? Ну давайте еще один пример посмотрим. Опять у нас другая частица, потому что она здесь не может писаться по этим правилам. Рассмотрим этот пример и перейдем к другим частицам. Что здесь написано? Проверьте словари, что у вас получается. Ну, слышишь? Это оно что? Написали? Вы написали. Перевели? Есть. Первое – пить. То есть есть и пить. Вот это про нас, про человеков. Есть и пить. Вы же знаете, как Шантидева себя называл? Да. То есть по-разному это переводят, пишут. Иногда пишут бусуку, иногда пишут бунсукага. То есть это было буджиты, то есть кушать, шушиты это пить, и ка это короткий делать. То есть тот, кто ест, пьет и скакивает. Да, исправляет нужду. То есть вот так себя называл. То есть человек, который занимается только тремя вещами. Как? Шантидева, да, я и говорю. Вот он называл себя, и по-разному пишет. Иногда пишет бусуку, но и так можно подобрать глагольную форму. Ну да, это уже другой разговор, но к тому, что есть и пить. Написали? Стираю. И дальше мы перебираемся к следующей частице. Вот она, ще. То есть здесь у нас будет 3 ряда таких частиц. Как вы уже видели, та, которая пишется на низкую ща. Как из выше приведенных примеров понятно, будет еще высокая ща. И еще будет ча. То есть первая ча, вот у нас 3 группы этих частиц. По смыслу они совпадают, это все просто одни разные формы одной и той же частицы. То есть будет щин, будет также вот с тем же значением щин и будет еще с тем же значением чин. Понятно, да? То есть они просто ставятся после разных окончаний. Щин у нас ставится после 7, которые мы привели прежде. Щин будет у нас ставиться в одном случае и чин будет еще в нескольких случаях. То есть мы сейчас это с вами пропишем. Я перехожу к следующей частице.
Это у нас частица щ, соответственно, у нее могут быть другие варианты, как щ и ч. Но мы пока остановимся на этом. То есть смысл у них вот у этих трех, раз, два, три, у них будет совершенно одинаковый. Просто они пишутся в разных случаях. Это понятно, да? Это Можно уяснимо. знак равенства поставить, да? Да, совершенно. Знак равенства ставим, и они, значит, одно и то же, просто пишутся после разных окончаний. Там огласовка. Это двоечка, А? а это троечка. Это вот раз, два, три. Это не Да, это двоечка. Все, написали? Давайте сейчас буду дальше объяснять. Вот эта частица, или правильно будет сказать частицы, являются показателем прямой речи. То есть являются показателем прямой речи, не всегда они могут еще быть показателями какого-нибудь названия. Но давайте посмотрим, когда они являются показателем прямой речи. Можете вот это перевести? Посмотрите, для словаря будет такое? Вообще, в словарях вот это вот написать очень сложно. Что это такое у нас? На. Это перевернутое. Да, это вот, да. А понять можно, что это такое? Вот, понять захотели. Нет, я просто... А на занятия ходить не хотели. Как это читается? Ну и как это переводится у нас? М? Вот я сейчас пишу то, что характеризует нашу с вами совместную жизнь. И, Динара, вы, может быть, это проходили. Если вы помните и проходили, пожалуйста, переведите для нас, для всех. Это одно из известнейших высказываний Сакья-пандиты, ну все, проговорился. Сакья-пандиты из его Сакья-ликше. То есть, соответственно, сапен это что у нас такое? Это сокращение. От сакья взяли са, от пандита взяли пан. Получается сапен. Сапен это Сакья-пандиты, я проговорился, надо было вас дальше помучить, надо было поизмываться над вами просто. Невозможно. Эх, погиб во мне злодей. Где у нас здесь частица? Есть одна из этих частиц? Нету. Почему? Не помещается. Не допишешь. Вот это вот сейчас допишите, и я это сотру, хорошо? Не помещается иначе. Ну или как-то втиснуть. Как думаете? Или втиснуть. Блин, втискиваю. Смотрите, втискиваю. Не промахнитесь. Пишите в одну строчку, у вас должно поместиться 2 палочки в конце. Это вот все списать? Здесь, видите, здесь вот проблема у нас. Здесь палочка. У меня не поместилось просто. После ща нет, палочка идет. Она отделяет что-то от чего-то. А после буквы не идет? Да, вот идет палочка. Дальше щ. И вот это что написано последнее? Что это? Со. Со. А после со сколько палочек? 2. 2. Почему? Должно быть. Почему? Потому что со. А что такое со? Даду. Довцик. Отлично. Кто-то что-то вспомнил. О, пошел, как клево. Как глядишь, что-то еще и вспомнил. Боже, неужели он даже переводить умеет отлично? Я влюбился.
тонковатая. Танковато, думаешь, пойдет, да? Слушай, нет, конечно, претендуешь. А, да, есть. Вот. Здесь ее не проводить. Смотрите, когда... О, какая там поставишь? Да, дай ему поставишь, чтобы он не упал. Ой, слушай, как у вас со временем? Нормально, даже вы до 9 сегодня, да? Да, мы до 9 сегодня. Ну нет, ну что, нет. Не учат плохим словам, не учат плохим словам, матом ругаться, нет? Вот это самое главное, у нас цензура жесткая. Написали? А там еще внизу? У вас осталось 25 минут, мы не успеваем сегодня закончить, потому что некоторые, Не успевает. которые Да. не ходили на наши занятия месяцами, Да. месяцами, Да. не успевают. Да. Ну что, давайте переводить. Что это? Ги, что это у нас? А щел что значит? Это Щел что это значит? прямой речи. Ще. Я вас спрашиваю. Ще. Лицо, рот, получше это уста. А не что значит у нас? Из. Это какой падеж? Исходный. Сколько частиц? Не или. Не или. Из этих двух сейчас у нас не. Переводим все предложение. Сапенги щельны. Из уст кого? Сакьяпаньяты. Дальше идет у нас прямая речь. Что указывает у нас на прямую речь? Ще. Вот она. Она всего-навсего у нас будет переводиться кавычками. Она не переводится никак. Она показатель. То есть эта частица у нас показатель. Значит, смотрите. Вот отсюда, от не и до ще у нас что идет? Цитата. Цитата кого чего? Сакьяпаньяты. Что он говорит? Рикпа, что это такое? Переводим. Не значит, словарь нам в помощь. Знание. Знание, отлично, знание. Дальше лопа, что такое? Учиться. Какой падеж? Родительный. Что за слово? Время. Лопет дю как переведется? Время учения. На что значит? В. Во время учения. На это какая частица? Как называется? Ладен. Сколько их у нас? Сколько? 7. Из 7 он выбрал одну из самых простых. Она крепится как? Ко всему. Рикпа лопи дюна. Во время изучения чего? Знание или рикпа можно перевести наука, но это не суть. То есть науки, знания. Усердствует. Дух как переводится? Это глагол. Усердствует. Я у вас спрашиваю. Ну ищите, не смотрите на меня. Где у вас слова? Страдание. Страдание. А глагол? Страдать. Что это значит? Рикпа лопи дюна ду. Это вот про вас. И про... Это про всех. Когда мы изучаем знания, мы что? Страдаем. То есть трудно. То есть когда учишься, трудно. Вот что он хочет сказать. Вот когда учишься, вот есть кто-то, кто ходит и измывается. Вот это то, что происходит. Это всегда непросто. Это всегда непросто. Рикпа лопи дюна ду. То есть это одна строчка. Но она описывает процесс, который, видите, Сакьяпаньята у нас жил очень давно, и в то же время это... Когда жил Сакьяпаньята? Да, Чингисхан когда у нас был? 13 век, а он был чуть-чуть позже на Чингисхана. То есть это он был приблизительно в тот же период, когда у нас был Хубилай хан. То есть, соответственно, это, наверное, 14 век. Да, Хубилай хан. Да, 14 век получается. Да, хорошо. Написали? С этим понятно? То есть вот это вот то, что Динара переводила уже, ну я имею в виду из этого же текста, и это то, чем, скорее всего, мы займемся с вами. Вот этими замечательными ребусами, где он прям режет матку правду, говорит все, как это бывает. И вот оно, рикпа лопи дюне ду. То есть трудно, страдает, ну имеется в виду трудно. То есть когда учишься, изучаешь какое-то знание, это трудно.
Последний знак. А что у нас? Ще это было показатель и сумцо. Вот сумцо, что это? Мы не перевели правильно. Сум это что это значит? Это говорить, это глагол говорить, высказываться, объяснять. То есть это какой это у нас уважительный язык или простой язык? Уважительный. Сумцо это какая форма глагола? Смотрите, я еще не все дойдет. Са у нас есть или нет? Указывает на что? Прошедшее. Потому что са у нас стоит. Прошедшее. И со у нас обозначает что? Завершение предложения. То есть сумцо. То есть что сумцо? Щельне. Что-то, что-то, что-то сумцо. То есть что было? Так было изречено из уст. То есть, или так изрек кто? Сакьяпандита. И что он там изрек? Да. Тяжело в учении, тяжело в бою. Пойдемте дальше. Напишем еще одно умное изречение. И здесь много. Я чувствую, на этом мы сегодня закончим. Не успеем продвинуться дальше. Потому что, что? Некоторые, которые месяцами не ходили на наши занятия, что? Пришли все-таки. Не успевают. И обременили. Ну, а сейчас мы проверим ваше качество буддистов. Качественные вы буддисты или нет. Что здесь написано? Что здесь написано? Кто-нибудь знает? Чтобы в будущем не было такого неудобного молчания, запоминаем. Это очень важный текст буддийский. Цема читается намджель. Цема это прамана, намджель это вартика. Это прамана, вартика. Цема намджель. Ле что значит? Из праманавартики. Из праманавартики. Кто написал праманавартику? Дхармакирти. То есть, и здесь вот просто не говорится, кто написал, здесь говорится из праманавартики. Обычно вот в западных трудах мы сразу же пишем, какая глава, какое издание, страница, строка. То есть мы объясняем где-то. У тибетцев и индусов не было такого. Тексты заучивались наизусть полностью. И поэтому он просто говорил «Цема намджель» и давал цитату. И человек, образованный, эрудированный, он сразу же знал, сколько в праманавартике глав? 4. Из первой главы праманавартики. Ну, сейчас никто так не делает, но вот, нет, точнее, имеется в виду, простые люди не делают, монахи заучивают праманавартику наизусть, но мы с вами, конечно, нам будет трудно так сразу. Все тексты, которые разбирают, заучивают наизусть? Практически. И больше того заучивают наизусть. Надо вставить дополнительный пар. Надо ходить на занятия, которые некоторые... Нормально. А что, кто-то сопротивляется, что ли? Давайте попробуем перевести. Давайте допишите и попробуем перевести. У нас с вами 17 минут еще. О, я смотрю, вот уже переводят. Ма, это что это у нас? Ма. Ну, смелее, смелее. Отрицание. Атом, что это? Видеть. А матом? Ма, я говорил, в какое время? Прошедшее. Прошедшее. Матом? Не видел. Не видел. Чир как переводится? Внутри, по-моему. Нет. Потому что матончер, потому что не увидел, а дальше Несуществующий. не существует. Мепа это несуществующий, а мин Не являться. не является. Какой смысл?
Ой, боже мой, апреки Так, пришли. кто тут не ходит на занятия? Сегодня я встал на путь войны для того, чтобы объяснить вам, что ради вас люди идут на личные страдания, меняют уклады жизни общества. А вы? Но некоторые из вас, не все, Не все. но некоторые из вас все-таки находят в себе силы пропустить занятия. Поэтому я хотел бы предупредить вас. Если это еще раз повторится, мы будем вынуждены, а вы, я надеюсь, следили внимательно эффективность нашей работы на территории Ближнего Востока. Мы применим вам санкции. Спасибо за внимание. Так как это переведется? Матончер мепа мин. Подумайте. Матончер, так как не видел, мепа мин не является несуществующим. Что это значит? Не значит, что Он не видел, то не существует. Нет. Если ты не видел, значит, что этого нет. Если не видел, это не значит, что этого нет. Я вот, например, Лондон не видел. Значит ли это, что он не существует? Нет. Вот это обычно применяется для чего? То есть говорят, например, что буддисты утверждают, что есть следующие и предыдущие перерождения. И здесь логический довод того, что а вот я их не видел, не работает. И здесь он говорит, матончер мепа минс. Если ты не видел чего-то, это еще не значит, что это не существует. И вот здесь, вот, смотрите, ма прошедшее, мин какой-то, настоящий обычно. То есть матончер, так как ты не видел, мепа несуществующее, мин не является, то есть не является несуществующим. Мы уже с вами начали про манавартику. Про манавартика это у нас как Библия практически. Смотрите, видите, мы что-то понимаем даже. Вот если дальше все так будет идти, если некоторые, которые... Тяжелая артиллерия. Слушайте, Тяжелая артиллерия уже ушла отсюда. Вы ее только что видели. Я просто чувствую, по мне там же прошли. Но я успею тебе у меня заведующий. Я вас покажу. Так, ну что, давайте дальше пойдем. На этом ще у нас вот мева мин, помните, у нас закончилось там, да? И должно было быть после этого ще сун. А вот теперь смотрите. Это что это такое написал? Что это такое? Сейчас мы уже, еще 12 минут у нас. Что это вот я здесь нарисовал такое странное? Вот так должно быть. Их 3. Вот они вот так. Раз, два, три. И вот такая кривая. Это такая ще, она пишется в тех случаях, когда у нас переносится только один слог. Когда у нас переносится только один слог в конце предложения, у нас после него ставятся вот такие две. Или одна, или две. В любом случае ставится так называемый ренчем ще. Это правило, которое сейчас практически никто не соблюдает. Почему? Потому что когда ты редактируешь текст, когда ты не редактируешь, а когда ты его верстаешь, ты должен выделить все вот эти вот единичные слоги и поставить после них вот такую вот. Либо две, либо одну. И вот ще у нас оказывает на что? На предыдущую цитату. И здесь вот сун со. Что значит? Сказано. Сказано где? В Праманавартике. То есть по-русски мы не станем говорить из Праманавартики сказано. Мы по-русски скажем в Праманавартике сказано. Угу. Ну что же, стираем? Написали? И давайте перейдем вот к этой щео. Щео имеет тоже значение практически, что и ще. Зачем-то еще одна такая частица? Ну, вот так вот есть она.
В этом комментарии он ее... вот он ее почему-то. Ну, вот он говорит, что это тоже указывает на непосредственно предыдущие слова кого-то, то есть на чье-то предыдущее высказывание. Видите, чего? То есть мы еще не должны писать этот пример. Ну, просто он есть, а окончание у нас не подпадает. Поэтому я заменяю чего. То есть мы потом напишем, это несложно. Мы напишем в случае, когда пишется вот только вот эта частица. То есть я просто ее привел, потому что не получается у нас, чтобы здесь было то нужное окончание, чтобы вставить чего. Вынужден написать чего. Потом объясним, после каких букв ставится че. Написали? Ну, давайте, если написали, переводите. Да, рибом это у нас либо заяц, либо кролик. Го это что такое? Го на голове. На голове кролика. Ра это у нас здесь вот, это не козел. А видите, с васуном. Рога. Рогами. То есть нету чего? На голове кролика нет рогов. Здесь у нас говорится Здесь у нас говорится чево. То есть чево, соответственно, это кто-то сказал. Понятно, да? Ну, это, собственно, в принципе, это все, что нужно знать про эту частицу. То есть она очень похожа на предыдущую часть, но вот она вот чего. И видите, она похожа, смотрите. Вот так вот уберите О, поставьте СА, получается то же самое. Вот откуда она произошла, это другой момент. То есть ще. И дальше у нас еще будет щена. Смотрите, похоже же? Уберем на, ставим либо са, либо о. То же самое получается. На здесь в данном случае если сказать щена. То есть если сказать. Сейчас мы будем это оставим, наверное, или сколько у нас минут? 8 минут еще. Ну давайте тогда пройдем. С этой частицей понятно все? Понятно, да? Давайте перейдем тогда к щена. Я какие-то неинтересные примеры перевел с другого текста. Вот он получше. Так че тоже показатель прямой речи, что ли? Или... чего? Извините, где? Сейчас, секундочку. Что? Предложение про рога зайца чего? Это тоже показатель прямой речи или какую нагрузку? Да, он типа показатель прямой речи, то есть это показатель чего-то предыдущего высказывания. Так, вот говорят что, типа вот так вот можно перевести. Говорят, что или сказал что, кто-то вот чего, то есть кто-то сказал. Ну вообще эта частица очень редко попадается, очень редко. И вот здесь вот смотрите, дальше идет у нас щена, вот она, вот такая щена. И здесь я напишу сейчас пример.
Ну, вот здесь у него как-то странно он дает объяснение. Не могу написать нормально. Постарайтесь прочитать. То есть вот он здесь объясняет, у него удивительное такое объяснение, просто душещипательное. Он говорит, что говорящий для того, чтобы задать вопрос слушающему, задает ему вопрос, и затем говорящий же отвечает на этот вопрос. Как удобно. Да, вот он занимается практически тем же, что и я. То есть я задаю вам вопрос, а потом для того, чтобы у вас возник этот вопрос, я вам его задаю, а потом сам же на него и отвечаю. Это моя частица. Ну давайте переводить. Переведем, мы на этом остановимся сегодня. Потому что у вас осталось 4 минуты. Мое имя. Ладно, зачем здесь стоит? Мое имя. Чит это что это у нас? Что? Вова, ты это помнишь. Чит это да. Это что? Немедленно чи сэр. Сэр это что это? Звать или говорить? Щена. Если сказать, как зовется мое имя, вот ла, видите, как мое имя называется, то есть это с точки зрения русского языка очень странная фраза. Но если перевести так более-менее, чтобы это звучало по-русски нормально, не именно чисельщина, если сказать, как меня зовут, что же давай ему имени, то есть вот говоря о моем имени, то есть вот щена, если сказать о моем имени, то как оно звучит? Донджубо, то есть Дондру. Меня зовут Донджу. То есть вот это вот щена, вот оно для этого используется. Здесь иногда встречается, записывайте, сейчас я напишу другой пример. Можно выделить вот эту частицу, которую мы в этом предложении перевели. Вот она. Все? Вот она немножко более популярная, нежели предыдущая, нежели вот эта щела. Вот эти две, они попадаются сплошь и рядом, каждые 5 секунд. Без них не проходит ни одно предложение, ни один текст. С этими чуть-чуть реже. Вот это тоже довольно часто встречается. Вот это вот относится к этим двум. Она тоже встречается каждые 15 секунд. Либо в том, либо в другом значении. Написали? Вот это часто встречается в текстах. Камщина. Если сказать что, имеется в виду, то есть в смысле, если сказать что. То есть, если сказать почему. Камщина, потому что. Если сказать почему, и дальше что-то следует. То есть, то-то, то-то, то-то. Камщина, если сказать что, то есть, ну, это плохой русский перевод, камщина. Но буквально, если сказать что, то есть, потому что.
И чик и все остальное мы оставляем на следующее занятие, которое у нас состоится в пятницу в 19 часов. Во сколько? 19, как обычно. Все, дописали, я стираю. И давайте совершим быстренько посвящение заслуг, которое мы обычно делаем. Чанчу Санчуарин Боче, Макевана Кенджуджия, Кеманя Бамевая, Оневано Кавайдуа, Тонекаваем Боче, Матовану Токюджия, Тованя Бамевая, Оневано Кавайдуа. Jambe Bawaji Darkamada, Kundo Zambodeya, the Shendea, the Dagunga Jazanoja, Javaji Zatagara, Dizuja Vayavadi, Moagana Jadoma, the Degay somebody to Jatamoja Geratumo, Valeji, Kanera Vivavishmazo, Penadeva Malajumenia, Chenesima, Dingatsu, Chapesi de Badu, King Yuriji. Molalo Begebe de Mala, Kovena Josu Media, Sanjur Geve Juva Malu, Bajutun de Metene, Chugureci. Все, спасибо большое. Увидимся в пятницу. Спасибо.